Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в Якутии на понедельник, 18 января. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике на 18 января 2021 года характеризуется зафиксированными 153 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. При этом случаи новой коронавирусной инфекции зафиксированы и выявлены в 16 районах нашей республики и в городе Якутске. В городе Якутске зафиксировано 65 случаев, в Мирнинском районе 23 случая, в Алданском 14, в Нерюнгринском 11 случаев и в Вилюйском районе 7 случаев. В остальных районах 12 зарегистрировано от 1 до 4 случаев. Необходимо обратить внимание, что проведенный анализ на заседании оперативного штаба позволяет нам говорить о том, что увеличение количества случаев в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, в том числе Ленском и непосредственно в Алекминских районах, он связан прежде всего с теми мероприятиями, которые проводились, и сами коллективные семейные мероприятия, связанные в том числе и с празднованием Нового года и Рождества. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент для нас наиболее важным является не увеличение количества заболевших. К сожалению, последняя неделя показывает рост в целом по республике и, соответственно, по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому сегодня и совсем недавно закончился оперативный штаб под руководством главы республики. Поставлена задача нивелировать этот рост, принять все меры для того, чтобы количество заболевших у нас не увеличивалось. И, конечно же, прежде всего для того, чтобы сохранять здоровье наших граждан. Но в настоящий момент у нас также продолжают работать лаборатории. За сутки лабораториями республики сделано практически 2000 исследований на новую коронавирусную инфекцию. На 18 января 2021 года в республику поступило 5242 вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. У нас на сегодня вакцинировано около 2500 человек. Необходимо обратить внимание, что в 13 районах республики уже вакцина пришла. Вакцинирование в том числе в субботу-воскресенье проводилось. В целом на территории республики создано 39 участков для вакцинации новой коронавирусной инфекции. К вакцинированию приглашаются граждане, исходя из записи, которая проводится в поликлиниках по месту жительства. Хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент мы ждем поступления вакцины, так же, как и все регионы страны. И, соответственно, в зависимости от записи вы будете приглашены в поликлинику в определенное время, если вы записались для того, чтобы пройти вакцинирование. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе на 18 января. Мы переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. За минувшую неделю в регионы доставили 600 тысяч доз, а до конца января в субъекты прибудут 2 миллиона доз вакцины «Спутник Ви», рассказал «Известиям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Поставки «Эпивак Короны» пока не носят массового характера, сказал он. Между тем, производство вакцины придется наращивать, чтобы охватить вакцинацией как можно больше граждан, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Увеличение производства с 2 до 10 миллионов доз вакцин ежемесячно позволит привить как минимум половину населения в короткие сроки. Уверен, правительство справится с этой задачей, подчеркнул депутат. С этой недели стартует конкурсный отбор районов для федеральной программы обеспечения жильем молодых семей. Принять участие в программе могут молодые семьи в возрасте до 35 лет. Им и предоставляется социальная субсидия на приобретение квартиры или строительство жилья.
Также семьи могут потратить финансовую поддержку на погашение кредита. Сумма выплаты зависит от состава семьи, а также от стоимости 1 квадратного метра недвижимости. Сейчас в столице 1 квадратный метр стоит в среднем 73 тысячи рублей. В прошлом году субсидию на улучшение жилищных условий получили 53 молодых семьи в столице. В этом году на эти цели из городской казны выделено более 33,5 миллионов рублей. Также финансирование выделят из федерального и республиканского бюджетов. Сбор документов производился через портал Е-Якутия. Молодые семьи, которые хотят участвовать в программе, должны написать заявление в портале, а также прикрепить все необходимые документы. Наши специалисты рассматривают это все в электронном виде, и если семья соответствует параметрам участия в программе, им назначается время приема, они приходят к нам на консультацию с предоставлением оригиналов документов. И на настоящий момент у нас в списке состоят около 400 молодых семей получателей. Ну, не получателей, а участников программы. И на основании вот этого списка ежегодно, в зависимости от выделенных средств, утверждаются списки получателей. В Якутии запущен проект, призванный помочь водителям, чьи машины сломались на трассе. Уникальная служба получила название «Автоспас Дальнобой». Ее организатором стал житель села Волба Татинского района. За полмесяца работы ему удалось спасти от холодного плена 9 водителей. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. О страхе замерзнуть на дороге, когда вокруг тебя только лес и холод, Петр Охлопков знает не понаслышке. Он более 10 лет отъездил на большегрузной машине, работал дорожником, бульдозеристом и дальнобойщиком. Теперь готов помогать другим водителям. За полмесяца работы проекта удалось помочь 9. Знаю, вот их дело, как они замерзают, насколько тяжело на дороге замерзать. И вот теперь с помощью соцконтракта я решил открыть автоспас на дороге. Воплотить проект и закупить необходимые инструменты Петру Охлопкову помогла программа социальных контрактов, которую уже 4-й год реализует региональное министерство труда. Субсидия в 200 тысяч рублей помогла полностью реализовать новую службу. В ближайших планах Петра найти единомышленников и распространить проект спасения в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Тампонском районах, а в будущем и в других улусах, где проходят федеральные трассы. По всей республике бы так, по всем районам. Открывать бы автоспас, тогда водителям бы было бы легче работать. Служба является уникальной и весьма актуальной, учитывая 50-градусные лютые морозы в регионе. Не устают благодарить и водителей, ведь порой, сломавшись прямо на трассе, найти спасение бывает проблематично. В ожидании помощи приходится ночевать в придорожной чайной по 2, а то и по 3 дня. Первый выезд службы «Автоспас» случился аккурат перед новогодними праздниками. Вот и сегодня Петра удалось найти за работой. Сейчас у нас температура воздуха где-то ниже 50 градусов, поэтому сейчас по времени очень долго идет. Где-то 5-6 часов я его разогревал. Ну, у них замерзает этот дистопливо, запарафинивается там, кристаллы образовываются и забивает топливный фильтр. Петр сотрудничает и с единой дорожно-диспетчерской службой 112. На связи он 24 часа в сутки и готов в любое время выехать на помощь водителям. Если сломавшуюся на трассе легковую автомашину можно отбуксировать, для этого есть множество других спецслужб, то большегрузы приходится ремонтировать на месте. Водители также не сидят в лютый мороз, работая сообща, проблема поломки решается быстрее. Без него, я не знаю, думаю, намного печальнее бы все было. Очень благодарен ему за это, да. И то есть то, что он берет сумму, допустим, да, какую-то, он вкладывает чисто там в бензин, в солярку, я не думаю, ценник очень низкий, то есть просто свои затраты, наверное, перекрывает и все. То есть там не сказать, что баснословный ценник он берет за это все. Нет, можно сказать, на общественных началах это все он делает. То есть, да, спасибо огромнейшее человеку. Выручил, конечно. Делай добро, и оно вернется к тебе в 100-кратном размере. Пословица, которая полностью характеризует службу «Автоспас Дальнобой». Вот и сегодня удалось вызволить из холодного плена еще одну машину. А водитель-дальнобойщик продолжил свой путь по заснеженной трассе. Ульяна Шагина, Прасковья Татаринова, Василий Иннокентьев, Тата, Якутск.
Якутский автодорожный техникум прошел партнерскую проверку от госкорпорации «Росатом». На протяжении полугода в учебном заведении реализуются проекты по повышению эффективности работы, которые направлены на организацию бережливого производства. Подробности в материале Юрия Осипова. Еще в конце 2019 года правительство Якутии подписало соглашение с госкорпорацией «Росатом» о реализации проекта «Эффективный регион». За это время в 16 организациях республики реализован 41 проект. И сейчас мы находимся на стадии формирования плана на 2021 год и на 2022 годы о совместной работе по развитию образцов. Образец – это некий эталон, да, прежде всего, если мы берем, к примеру, техникумы, да, то есть это образцовый такой эталонный техникум, который может свои наработки в сфере бережливого производства передавать, если мы говорим про местный уровень, соответственно, на уровне республики Саха-Якутия. Если мы говорим про образец уже регионального уровня, то отдельные регионы. На протяжении полугода проекты по повышению эффективности работы реализуются в Якутском автодорожном техникуме. За это время в учебном заведении уже реализованы 2 проекта и еще 2 находятся на стадии реализации. Внедрение методики инструментов бережливого производства, они помогли нам повысить эффективность и производительность труда, да? Вообще методика бережливого производства, она способствует осознанной культуре бережливости в нашем техникуме, да? И помогло организовать рабочие места, повысила эффективность и производительность, уменьшила потери в временной форме и материальной форме. Якутский автодорожный техникум прошел партнерскую проверку образца местного уровня. По итогам проверки техникум получил максимальные оценки по всем пунктам. Создание образца в Якутском автодорожном техникуме несет огромное значение для развития бережливых технологий в Республике Саха-Якутия. Это позволит тиражировать их опыт на другие образовательные учреждения, а также процессы, которые уже были рассмотрены в их проектах. Проект «Эффективный регион» призван для оптимизации и улучшения процессов в любых сферах жизнедеятельности региона. За время реализации в республике он показал свою состоятельность. По сообщению организаторов, за прошлый год средняя эффективность по проектам составила около 120%. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills среди оленеводов и рыбаков начался в Нижнеколымском районе Якутии. Соревнования проходят по площадкам оленевод-механизатор, обработчик рыбы, технология содержания оленей. Конкурсанты должны определить экстерьер, дать полную характеристику оленя, к какой полувозрастной группе относится, оценить упитанность, определить на глаз приблизительную массу. Участники распределены по 3 возрастным категориям – это школьники, студенты и пенсионеры. Конкурс профмастерства проводится с 2016 года. Международные соревнования молодых оленеводов планировалось провести в Нижнеколымском районе в апреле 2020-го, однако их отменили из-за эпидситуации. А в Горном районе наступивший год ознаменован грандиозной победой. Сразу 6 проектов некоммерческих общественных организаций оказались в числе победителей конкурса президентских грантов России. После Якутска с 14 проектами Горный Улус продолжает лидировать среди районов. На этот раз общественники освоят 3 миллиона 140 тысяч рублей. В канун предстоящих игр Манчары среди 6 победителей можно отметить такие проекты, как развитие традиционного лука «Лети, моя стрела», традиционный костюм «Важнейший аспект национального самосознания» и легкоатлетическая эстафета «9 журавлей и 7 стерхов». Благодаря грантовой поддержке жители Горного района получат уникальную возможность абсолютно бесплатно окунуться в мир новых технологий, а также разнообразить свой досуг. Наша общественность и наши организации некоммерческие очень активно работали, чтобы направить и сделать, оформить все эти конкурсные заявки. Но мы, конечно, анализировали и планировали, что выиграет 9 грантов, но все равно 6 выиграла. Это от колоссальной работы все это зависит, да? И поэтому вчера ночью мы друг друга поздравляли, все были очень рады, эмоции у всех зашкаливали. Будем еще дальше работать, оставшиеся конкурсные работы мы доработаем и направим еще на 2-й этап фонда президентских грантов.
Новый маршрут запустили с начала года в одном из микрорайонов города Алёкминска. Он проходит через местность Поповские поля. О причинах появления 6-го маршрута и проблемах, связанных с этим направлением, в материале Елены Фаст. Микрорайон Поповские поля. Здесь участки, которые были выделены многодетным семьям. Многие к нынешнему времени обустроились и даже заселились. Одна из проблем остро встала с началом учебного года – отсутствие автобусного маршрута. В конце 2020 года администрация города обустроила 2 остановки на пролегающей вдоль местности автодороги Умнос. А с января запустили уже рейсовый автобус – маршрут номер 6. Маршрут номер 6, который обеспечивает жителей местности Поповской со стороны первой очереди. Периодичность движения выстроена с учетом начала и завершения занятий в учебных заведениях, а также в часы наибольшего количества потенциальных пассажиров. Эту неделю мы считаем хронометраж по этим, чтобы максимально дети успевали попасть в свои учебные заведения. Но вот предварительно в связи с тем, что у нас тут активированные дни и эта пандемия, детей не так уж много, на сегодняшний день к 8:30 во все учебные заведения дети попадают. Но уже видно, что по результатам уже этой недели, что необходимо график сдвигать на 5 минут раньше. Поэтому мы сейчас уже более точный график разработаем и доведем до населения. Дополнительно еще одна остановка будет, это остановка Ипподром. Это уже будет ближе к осени, когда у нас максимально еще население достроится, заедет в этот квартал и население прибавится. Тогда еще одна остановка дополнительно добавится. Есть видение и по обустройству. У нас на сегодняшний год запланировано составление техпаспортов автомобильных дорог, оформление автомобильных дорог местности Поповская. И после этого будет разработка проектно-сметной документации. Еще одна проблема касается содержания дорог. Особенно остро ее ощутили этой зимой. В целом маршрут пользуется спросом. Сейчас, по-видимому, морозы, дети не учатся и мало ездят. Пока мало, да? Пока мало, да. А вообще население? А вообще, да, ездят. Ездят, даже вот праздник бывает иногда полный. Особенно в утренние эти 2 рейса и вечером особенно вот эти 2, по-моему, рейса, что ли, там полный автобус. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Крещенский сочельник отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Слово «сочельник» происходит от традиции есть особое кушанье. Сочево – это отварное пшено с медом, соком или изюмом. А по народной традиции в течение 2 дней верующие купаются в освященной воде, специально оборудованной для этого купальнях. Напомним, что в этом году от организации крещенских купелей в Якутии отказались в связи с эпидобстановкой. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.